Правительство Таджикистана приняло новые формы декларации о доходах и имуществе госслужащих, обязав их указывать доходы от научной, творческой и педагогической деятельности, доходы от сдаваемых в аренду имущества и земли, доходы от приусадебного участка и другие. Соответствующий закон был принят в конце июля. Об этом пишет радио Азади. Ранее таджикские чиновники в своих декларациях о доходах должны были указывать только зарплату, квартиры, дома, участки и автомашины. С 2004 года госслужащие Таджикистана обязаны ежегодно до начала апреля отчитываться перед налоговым ведомством о своих доходах и основных источниках. В декларации об имущественном положении, помимо недвижимости и автомашин, чиновники должны указывать поголовье скота, птиц, сбережения, драгоценные металлы и камни. Однако отмечается, что госслужащие могут не указывать в декларации драгоценные металлы, золотые и серебряные украшения стоимостью ниже 203 тысяч самани, более 20 тысяч долларов, а также сбережения, не превышающие 58 тысяч самани, 5,8 тысяч долларов. Наблюдатели отмечают, как и в любой стране с авторитарным режимом, каковым и является Таджикистан, обязательное декларирование доходов госслужащих является чистой формальностью. Ни для кого не секрет, что все свое имущество, нажитое на взятках и грабеже народных средств, чиновники оформляют на своих родственников и близких. На фоне предстоящих президентских выборов, которые должны состояться 11 октября, и новой волны народных выступлений в странах СНГ против авторитарных режимов, режим Рахмона будет всячески стараться избегать народного недовольства и принимать решения популистского характера. ماyak dukhona nishata khan ham kar kun ham zindagi ta peshvar bo man nazorat